Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня наша передача посвящена актуальной теме – борьбе с онкологическими заболеваниями. Предоставим слово преподавателю филиала Чебоксарского медицинского колледжа в городе Канаш Елене Аркадьевне Кузьминой. Я приветствую вас в стенах одного из старейших учебных заведений республики. Мы находимся в канашском филиале Чебоксарского медицинского колледжа. В апреле наш филиал стал организатором межрегионального конкурса видеороликов. Мы пригласили к участию в нем студентов медицинских и фармацевтических колледжей Приволжского федерального округа. Была заявлена очень непростая тема. Дело в том, что 2017 год назван в России годом борьбы с онкологическими заболеваниями. По-прежнему онкология уносит очень много жизней наших соотечественников. Конкурсантам были предложены следующие номинации. Национальная противораковая программа. Человек в условиях онкологического заболевания. Здоровый образ жизни – основа профилактики онкозаболеваний. Современные технологии и будущее онкологии. Паллиативная медицинская помощь. Волонтерские проекты в онкологии и приз зрительских симпатий по голосованию в группе ВКонтакте. Наши конкурсанты обучаются в медицинских колледжах Приволжского федерального округа. Свои работы были представлены студентами из Республики Башкортостан, из Татарстана, из Оренбургской и Саратовской областей, а также Удмуртии. Наши будущие медицинские работники показали свое видение проблемы. Вашему вниманию предлагаются отрывки из видеороликов, занявших призовые места. В наше время жизнь невозможна без периодической консультации врачей. Конечно же, если мы хотим иметь здоровую, крепкую и счастливую семью. На данном этапе развития медицины во всем мире много тайн скрывает онкология. Онкология – это область медицины, которая объединяет в себе знания о раковых опухолях, а также об доброкачественных опухолях и изучает поведение клеток, участвующих в их формировании, определяет наличие в организме развивающейся злокачественной опухоли. По статистике ежегодно в десятки раз возрастает количество пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями. Отсюда возникает вопрос, что является причиной этих патологий и как их победить? Существует множество теорий, обуславливающих возникновение опухолей. Самое популярное – это полиэтиологическое, то есть многопричинное. К ним относятся такие факторы, как курение, употребление алкоголя, неправильное питание, а также нерациональное питание. Нарушение, постоянное нарушение режима сна и отдыха, также постоянные переработки, стрессы, как на работе, так и в семье, многое другое. Лечение патологии очень сложное и занимает колоссальное количество времени. Более актуальным способом борьбы является профилактика, а именно массовая профилактика. Мы хотели показать своей работой, как нужно правильно вести здоровый образ жизни, как правильно питаться, заниматься спортом и, конечно, быть всегда в хорошем настроении. Но если вдруг случилась беда, то не стоит опускать руки. Боритесь за жизнь. Профилактика онкологических заболеваний не требует особых ограничений. Однако, все же рекомендует провести коррекцию привычного образа жизни. Мы вывели 8 главных правил эффективной профилактики онкологических заболеваний, о которых и поговорим далее. Первое. Сбалансированное питание. Неправильный питательный рацион является причиной многих злокачественных болезней. Повышенное количество употребляемых жиров, углеводов предрасполагает дисфункцию обменных процессов. Лабораторное выявление повышенного холестерина в крови увеличивает риск появления ракового процесса в легких,
а злоупотребление углеводами провоцирует заболевания молочных желез. Питаясь фастфудом, человек обделяет свой организм макроэлементами, витаминами, что значительно снижает уровень иммунной системы. Доказано, что в период климакса женщины с избыточной массой страдают от рака груди в 2 раза чаще. В то же время мужчины с ожирением рискуют заболевать злокачественной болезнью кишечника. При ожирении в 5 раз повышается вероятность развития рака желчного пузыря, печени, пищевода, почек. Важно знать, что есть, чтобы не было рака. Второе. Отказ от вредных привычек. Алкоголь увеличивает риск злокачественного поражения гортани, пищеварительного тракта. Курение также относится к предрасполагающим факторам малигнизации тканей. Третье. Частота половых отношений. Бесконтрольная смена половых партнеров предрасполагает к заражению венерическими инфекционными агентами. Травматизация в процессе аборта значительно увеличивает вероятность раковой трансформации клеток внутренних половых органов. Заражение гепатитом в конечном итоге приводит к циррозу. Четвертое. Окружающая среда. При пребывании под открытым солнцем следует использовать солнцезащитный крем, шляпу, одежду, максимально закрывающую открытые участки тела. Наследственность. Что касается генетической предрасположенности к онкозаболеваниям, нужно заметить, что повлиять на генотип пока не удается. Однако человек, зная наличие ракового заболевания у родственника, должен регулярно проходить профосмотры. Шестое. Двигательная активность. Благодаря занятиям спортом улучшается кровообращение, вследствие чего каждая клетка получает достаточное количество питательных элементов. Седьмое. Укрепление иммунитета. Крепкая иммунная защита – это лучшая профилактика от многих заболеваний. Восьмой. Гормональный контроль. Дисбаланс гормонов может стать причиной возникновения онкологического очага в органах репродуктивной системы, щитовидке, надпочечниках. Чтобы предупредить это, необходимо исследовать гормональный уровень, особенно при наличии сопутствующей эндокринной патологии. Я активно отдыхаю и здоровье укрепляю, ни на что не сетую, что и вам советую. Я и в шахматы играю, интеллект свой развиваю. Встану я и на дорожку, сброшу вес еще немножко. Вы питайтесь 5 раз в сутки, не будет тяжести в желудке. Пейте с медом молоко и уснете вы легко. Отдыхать не значит спать. Езжай на дачу покопать. Когда вернешься ты домой, прими душ и песню спой. Оттого я так хорош, что люблю 7 правил ЗОЖ. Мы участвовали в конкурсе «Надежда на возрождение». Мы были очень рады участвовать в конкурсе подобного уровня, где соревнуются студенты медицинских учреждений со всего Поволжья. Многие люди не знают меры профилактики при данных заболеваниях. В нашем видеоролике на примере героини Татьяны мы также показали, насколько важно посещать своевременно врача и проводить обследование. Большинство из нас знакомы с понятиями онкология, рак, злокачественная опухоль. Этот страшный диагноз не готов услышать о себе, своих родственниках или друзьях ни один человек. Скажите, пожалуйста, а про образование в шейке матки вам когда-то кто-то говорил? Нет, никто не говорил. У Татьяны было обнаружено новообразование шейки матки. Я не могу сказать, доброкачественно, злокачественно, какого характера, достаточно больших размеров, кровоточащие. Там спросили у Татьяны, когда она последний раз была у гинеколога. Я услышала, что 5 лет назад. Я думала, что я много всего скажу. Ну как можно 5 лет не показываться такому врачу? Важно. Когда про рак говорят, это одно. А когда ты понимаешь, что это может быть у тебя, это абсолютно другие чувства, это другие эмоции, это страшно. В осуществлении этого вида профилактики большое значение имеет диспансеризация. Я получила результаты вашей гистологии. Самого страшного, то, чего мы с вами так боялись, мой хороший, нет. Онкологии сейчас нет.
Онкологическая ситуация в мире остается неблагополучной, как в экономически развитых, так и в развивающихся странах. Ежегодно в мире регистрируется не менее 12 миллионов новых случаев рака. Около 80% из них требуют химиотерапии либо в самостоятельном, либо в вспомогательном режиме. В начале нашего тысячелетия продолжается активное изучение вопросов оптимизации химиотерапии злокачественных опухолей, подбора лучших режимов и комбинаций. Однако прогноз чувствительности к химиотерапии очень сложен и возможен лишь для определенных групп больных. Фундаментальным достижением последнего десятилетия является образование нового класса таргетных, молекулярно ориентированных препаратов, целью которых становятся собственные белки организма, участвующие в процессах канцерогенеза. Именно на таргетных препаратах нам хотелось бы остановиться поподробнее. Большинство таргетных препаратов не обладают цитолитическим воздействием на опухолевые клетки, но ингибируют механизмы, отвечающие за формирование злокачественного фенотипа. Оказываемый цитостатический эффект, конечно же, не излечивает опухоль, но длительное сдерживание опухолевого роста является не менее привлекательным результатом. Преимущества применения таргетных препаратов очевидны. Обладая высокой специфичностью, они оказывают избирательное воздействие на клетки опухоли. Разрабатываются новые препараты, которые активны к определенным рецепторам, присутствующим только на клетках опухоли. По своей химической структуре таргетные средства подразделяются на антитела и малые молекулы. Антитела – это продукты природного происхождения с очень высокой специфичностью. Они не проникают внутрь клетки, мишенью же являются мембранные рецепторы. Малые молекулы – это продукты химического синтеза с умеренной специфичностью. Они проникают в клетки и имеют широкий спектр мишеней. Благодаря таргетной терапии поменялся вектор отношения к консервативным методам лечения целого ряда злокачественных опухолей, улучшенный контроль симптомов и качество жизни больных. Заболевания остаются неизлечимыми, однако с помощью современных подходов удалось увеличить медиану выживаемости больных. Дальнейшее улучшение результатов лечения возможно при условии индивидуального выбора лечения, использования новых таргетных препаратов, в том числе в комбинации с цитостатиками. Сенсационной разработкой этого века является идентификация фракций стволовых опухолевых клеток при разных формах рака, инициаторов возникновения и основных виновников рецидива опухолевого процесса. Препятствием эффективного применения таргетной терапии являются обширные связи между сигнальными путями, что позволяет части опухолевых клеток использовать другие пролиферативные сигналы и возникающие мутации в рецепторах, которые могут приводить к потере чувствительности опухолевой клетки к ингибитору сигнальной трансдукции. Поэтому следует помнить, что максимальная эффективность лечения любого злокачественного новообразования может быть достигнута только в случае применения комплексной терапии. У мужчин средних лет все чаще диагностируется опухоль предстательной железы, причем шанс получить онкологию увеличивается с каждым годом. Ежегодные осмотры, своевременное лечение и профилактика рака простаты позволяют надолго сохранить здоровье и высокое качество жизни. Реальность же такова: 49% мужчин не уделяют внимания своему здоровью. 98% не посещают врачей с целью профилактики урогенитальной патологии. 78% имеют вредные привычки, 30% из них систематически употребляют алкоголь. 88% испытывают стресс. Для снятия стресса они выбирают пассивный отдых и употребление алкоголя. 51% имеют физикальные индексы выше нормы, а значит и проблемы со здоровьем. Почти 3/4 опрошенных мужчин не занимаются спортом и физической культурой. По статистике, каждый 6-й мужчина услышит собственный диагноз, и лишь 4% мужчин знают о тесте ПСА, необходимый для ранней диагностики рака. Симптомы, при которых надо срочно обратиться к врачу: частая или настойчивая потребность в мочеиспускании, кровь в моче, боль в тазе или нижней части спины. Правило номер 1.
регулярное посещение уролога и ежегодная сдача анализов на ПСА мужчинам старше 40 лет. ПСА – простат специфический антиген, наиболее ценный опухолевый маркер, исследование которого в сыворотке крови необходимо для диагностики и наблюдения за течением гиперплазии и рака простаты. Правило номер 2. Коррекция правильного рациона. 5 продуктов против рака простаты. Помидоры, орехи, капуста, гранат, лосось. Правило номер 3. Отказ от табака и алкоголя. Снижение уровня стресса. Правило номер 4. Физкультура и спорт. Следите за весом. Правило номер 5. Половая активность. Защитить себя на 100% от онкологии невозможно, однако осознанная профилактика рака простаты минимизирует риски. Помните, быть здоровым вам поможет только здоровый образ жизни, без вредных привычек и регулярное прохождение скрининговых обследований. Мой видеоролик называется «Родители и дети против онкологического заболевания». Почему я выбрал эту тему? Потому что каждую семью может коснуться эта беда. На сегодняшний день эта болезнь у детей излечима. И поэтому никогда не теряйте надежду. Обнаружена раковая опухоль, я испытала шок и неверие. Сознание отказывалось воспринимать саму мысль об онкологическом заболевании. Я думала, что это какая-нибудь ошибка, что поставлен неверный диагноз. Я хотела надеяться, что врачи ошиблись, ведь бывает и такое. Я чувствовала ужас и страх потери ребенка. Было и множество других страхов. Не справиться, не смочь. Был страх перед операцией, перед длительным и болезненным лечением. Я даже обращалась к знахарям, искала какие-то чудодейственные препараты через знакомых, родственников. Мне казалось, что жизнь кончена. Гнев и ярость наполняли мою душу. Ребенок же ни в чем не виноват. Это несправедливо. За что ему такие страдания? Я готова была пойти на все, лишь бы мой ребенок выздоровел. Я винила во всем себя. Тяжело было осознать, что в случившемся не виноваты ни я, ни отец ребенка, ни кто-то другой. Просто так сложилось. Я была задавлена депрессией. С большим трудом я преодолевала ощущение безысходности. С трудом ко мне пришло осознание того, что не время предаваться отчаянию. Надо взять себя в руки и обеспечить ребенку все необходимое. Надо действовать, надо дать ребенку понять, что ситуация под контролем, что мы, родители, его опора, на которую он всегда может положиться. Мы должны передать ему свою уверенность, что все будет хорошо. В сложившейся ситуации требуется сплочение в семье, взаимопонимание и взаимопомощь. Верьте в свои силы и настраивайтесь на лучшее. Поддерживайте в ребенке оптимизм, веру в благополучный исход и любовь к жизни. Мы благодарим студентов, конкурсантов, их преподавателей, руководителей за их активную гражданскую позицию, за их творческий энтузиазм и за поддержку выбранной темы. И тоже желаю вам крепкого здоровья. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.